Добрый вечер, в эфире Prime. Я Роман Спиридонов, и сегодня с Артемом Бранжуковым, политологом и заместителем директора аналитического центра «Политика» мы будем обсуждать бюджеты этого года и бюджет следующего, вместе с экспертами, которые будут подключаться к нам во время разговора. Правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению. Кабмин предлагает на 2 миллиарда гривен увеличить расходы на офис генерального прокурора, на 4 миллиарда гривен сократить расходы на Министерство образования и науки по сравнению с предыдущей редакцией. Документ уже передали в Верховную Раду, и проект должен рассмотреть профильный комитет для того, чтобы вынести его на голосование в зал. И его там уже поддержат или не поддержат депутаты. А поскольку проект бюджета должен быть представлен за 10 дней до вынесения в зал, то, вероятнее всего, вот за главную смету страны во втором чтении депутаты будут голосовать ближе к середине декабря. Я уже основные, несколько, точнее, параметров этого бюджета назвал, но вот скажу, что в проекте заложен 1 триллион 92 миллиарда гривен доходов, расходы превышают доходы. Это 1 миллион 328 миллиардов гривен, это почти на 21 миллиард гривен больше, чем в предыдущем проекте. И в новом документе правительство сократило дефицит с 6% до 5,5% от валового внутреннего продукта. И вот давайте посмотрим основные показатели этого бюджета на нашей графике, которую мы подготовили. Проект держбюджету 2021 – основні показники. Доходи – 1 трильйон 92 мільярди гривень. Видатки – 1 трильйон 328 мільярдів гривень. Дефіцит державного бюджету – 246 мільярдів гривень або 5,5% від валового внутрішнього продукту. Мінімальна заробітна плата – 6 тисяч гривень на початку року зі зростанням до 6,5 тисяч до кінця року. Граничний обсяг державного боргу – 2 трильйони 544 мільярди 898 мільйонів гривень. Граничний обсяг гарантованого державою боргу – 350 мільярдів 489 мільйонів гривень. И вот прежде чем перейти к обсуждению проекта бюджета на следующий год, поговорим о ситуации с бюджетом в этом году. Дефицит почти 300 миллиардов гривен. Транша МВФ, на который рассчитывало наше правительство, нет. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? В целом нужно сказать, что ситуация в финансовом секторе нашего государства действительно очень непростая. Все связано с тем, что у нас попросту нет денег. Если предыдущие кабмины говорили о том, что у нас есть какой-то там экономический рост, у нас есть резервы финансовые, то есть на сегодня они все сгорают. Понятно, что есть ситуация мировая. Это кризис, вызванный ковидом. Но в то же время мы помним, что экономическое развитие вместе с ним и зарабатывание, попросту говоря, денег закончилось еще при правительстве Гончарука, в тот момент, когда никакого ковида не было. В связи с этим возникает один вопрос. Чем занимаются два последних правительства? Это Шмыгаля и Гончарука. Те результаты, они, по-моему, когда Гончарук заходил на должность, он обещал нам в течение 5 лет рост ВВП в 40%. Сегодня мы видим сокращение. В связи с этим возникает очень много вопросов, в первую очередь, к Зеленскому, потому что он лично есть гарантом тех людей, которых он приводит на должности. Просто нет денег, это же не совсем просто. Почему их нет? Их нету, потому что украинская экономика не работает в той мере, в которой она должна это делать. В чем основные ошибки правительства? Смотрите, у нас довольно в одном моменте и простая, и сложная ситуация. У нас есть кучу законов, которые не позволяют бизнесу нормально развиваться. За счет этого у нас такая ситуация. Если говорить о среднем бизнесе, который формирует, допустим, бюджеты многих европейских стран. Когда мы говорим о монополиях и о крупном бизнесе, это олигархи, которые пришли в 90-х, в начале нулевых, и они на той материально-ресурсной базе, которая была в государстве ранее, сколотили свое состояние. Но в то же время не модернизировали эти предприятия, создают неравные правила игры, и за счет этого рынок не развивается и не приносит денег и доходов в государство. Но это вы описали историю вообще формирования нашей экономики. Мы же говорим о конкретном правительстве. Дело в том, что мы в такой ситуации не были при предыдущих кабминах.
Да, действительно не были. У нас был поступательный, но экономический рост. Сегодня мы видим, что действительно происходит сокращение. Если говорить конкретно о каких-то вещах, то у нас нет ни стратегии, ни программы развития, нет поддержки бизнеса. И за счет этого он не развивается, и мы недополучаем денег в бюджет. Ну вот относительно недавно премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал такой проект, в котором рассказал о том, как найти утерянные возможности, да, когда наша страна не смогла получить 1 триллион гривен. Да, действительно, такой момент был, и, по-моему, Шмыгаль пытался создать видимость своей работы и какую-то дать людям надежду. Но получил, опять-таки, в итоге провальный пиарный кейс, потому что весь Facebook с него просто смеялся. Человек, который еще весной обещал создать 500 тысяч рабочих мест, по итогу их, пришло только сокращение, новых рабочих мест никто, понятно, что не создал. Сегодня он где-то нашел 1 триллион долларов. Выглядит это все смешно и, как минимум, непрофессионально. Ну хорошо, олигархи не дают развиваться нашей экономике, но как мы уже выяснили, это все-таки удавалось делать в предыдущих правительствах. Какие еще причины мешают? У нас довольно-таки зарегулированное законодательство во многих сферах, которое не позволяет бизнесу работать в той мере, как позволяет это в Европе, в той же самой. Плюс есть много вопросов, связанных, допустим, с той же самой торговлей в Европу. У нас есть договор об ассоциации, который действительно положительный момент в политическом плане, но его нужно пересматривать в экономическом. Допустим, рынки Европы для Украины недостаточно открыты. То есть мы принимаем всю продукцию из ЕС, а сами из-за того, что наша, допустим, курятина или еще какие-то продукты сельскохозяйственного сектора не дотягивают по стандартам ЕС, просто не выходят на эти рынки. За счет этого, опять-таки, нет развития. Ну вот в четверг утром Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с Международным валютным фондом относительно параметров проекта бюджета на 2021 год. Они совпадают с оценками специалистов фонда, и после этого премьер Денис Шмыгаль заявил, что ключевой аспект этого проекта, этого бюджета, это то, что бюджет остается сбалансированным, реалистичным к исполнению. И в следующем году, заявил он, мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону. Ну, вы знаете, я на самом деле не могу сказать с точной уверенностью, но предполагаю, что когда принимали бюджет на 2020 год, с той же уверенностью говорили о том, что у нас не будет дефицита бюджета. Сегодня мы видим, что он составляет практически 300 миллиардов гривен. То есть украинские политики часто манипулируют, особенно при подготовке бюджета. Туда закладывают заведомо вещи, которые невозможно будет реализовать, но в то же время они являются популистическими и важны для рейтинга этих то ли чиновников, или в конкретном случае Шмыгаля, и ему очень важно удержаться на этой должности. Поэтому он и говорит эти вещи. Но Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что, допустим, Какие популистические проекты? допустим, закладывают в бюджет 12 миллиардов доходов от приватизации. В каждый год правительство закладывает большие суммы. Это было и при Гройсмане, там тоже не получалось его выполнить. Вот в этот год на 20-й заложили, по-моему, тоже 12 миллиардов. В итоге мы продали отель «Днепро», который заработал действительно 1 миллиард гривен. И вся остальная приватизация нужно проверять, я думаю, что еще максимум миллиард. В сумме мы получили 2, хотя в бюджете закладывали 12. И вот уже 10 миллионов дефицита мы вот нашли за ровно 30 секунд в этой студии. А к нашему разговору подключается Валерий Клочок, политический эксперт. Добрый вечер, Валерий. Добрий вечір, студія. Радий вас всіх чути. Мы еще говорим о бюджете этого года, и хотелось бы узнать вашу оценку. Из-за чего сложился такой дефицит? Естественный ли он? Или же это все-таки какие-то программные ошибки, заложенные в работе Кабінету міністрів? Справа в тому, що дефіцит бюджету – це не те, що там природня, але вимушена міра, до якої вдався уряд ще навесні цього року. Пригадайте голосування в Верховній Раді секвестру бюджету, і саме тоді виник цей дефіцит бюджету, який сьогодні враховується на рівні майже 300 мільярдів гривень. І саме через світову фінансову економічну рецесію
А в Україні це однозначно криза економічна. Ми маємо такі невтішні результати, і криза була підсилена саме за рахунок пандемії коронавірусу. Тому така ситуація, вона нічим не те, що там прогнозована, не прогнозована. Це доконаний факт, на який ми, на жаль, вплинути ніяк не можемо. От реально ми вплинути на це не можемо. Звісно, мене, наприклад, не дуже тішить те, що на наступний рік знову закладають подібний дефіцит бюджету, і це означає те, що ми поки що не розуміємо, як ми можемо його уникнути, тому що в цьому році ми, в принципі, за словами міністра фінансів, будемо мати виконання прогнозованих показників бюджету, але вже секвестрованого бюджету, і навіть перевиконання на 10 мільярдів гривень, але це ніяк не рятує ситуацію в частині забезпечення достатнього фінансування видаткової частини, тому що не випадково з'явилася інформація про припинення фінансування незахищених статей бюджету. Це мається на увазі капітальні вкладення, будівництва, в тому числі тут є і ремонт навіть лікарень, і первинної інтенсивної приймальних відділень, перепрошую. Так, це величезний мінус на сьогодні, але такий факт, такий доконаний факт. І той дуже такий оптимістичний прогноз, який сьогодні закладають, який був закладений макроекономічний показник для росту економіки на наступний рік на рівні 4,5%, і став базою для складання документу на наступний фінансовий рік, він дуже оптимістичний, як на мене. Я не розділяю поки що такого оптимізму, тому що передумов для швидкого відновлення економіки світової, в тому числі і в Україні, я поки що не бачу, так само, як і мої колеги говорять доволі з величезним застереженням про те, що такі показники можуть мати реальне втілення життя в Україні. Але разом з тим подивимося, будемо бачити, як будуть розвиватися події. Когда говорят о секвестре, что в первую очередь имеют в виду, что будут сокращать, как вы считаете? В першу чергу скорочують незахищені статті, це капітальні видатки. Да, это то, о чем вы уже сказали. Да. А так само і на наступний, поки що на наступний рік про секвестр ми не говоримо. Там йде мова дещо про інше, але захищені статті залишаються все-таки на повному фінансуванні. І я більш ніж переконаний, що навіть і в цьому році і пенсії, і зарплати бюджетникам, і субвенції, і інші соціальні виплати пільговикам, різним категоріям, вони будуть забезпечені в будь-який спосіб. Я не виключаю, що влада буде вдаватися навіть і до додаткової емісії через облігації внутрішньої державної позики, але знову-таки давайте ми просто не будемо плутати, це не класична емісія, а це все-таки вливання коштів грошової маси певної в економіку країни через цінні папери. Але в умовах нинішніх це вимушена міра, і до неї потрібно вдаватися, щоб незахищені верстви населення мали засоби до життя. Тому, я думаю, на наступний рік уряд дещо переглянув боргову політику, він зменшив боргове навантаження, звичайно, не суттєво. Він дещо збільшив, але не суттєво, знову ж таки, відсоткові ставки за облігаціями внутрішньої державної позики, які я, власне, згадував, тому що вони зараз дуже погано продаються. Внутрішній інвестор не спішить вкладати гроші в країну, скажімо так. Тому сподівання, що деяке коригування буде, хоча, звісно, от така трішки інертна позиція Національного банку України в цій частині, вона мені не дуже подобається, але разом з тим, як є, поки на даному етапі як є. В одном из наших эфиров народный депутат Юрий Камельчук не исключил, он говорил о своем отношении к этому, о своей позиции, что правительство может включить печатный станок и напечатать дополнительные деньги, при этом он сказал, что это не очень повлияет на инфляцию. Давайте послушаем, что точно он сказал. Частково друк грошей, він є абсолютно нормальним інструментом держави для підсилення економіки. Я думаю, что многие помнят эту ситуацию 90-х годов, когда работал печатный станок. І даже... Зовсім інша ситуація, пробачте, це зовсім інша. Якщо вона регулюється, є два основні інструменти – це облікова ставка НБУ і друк власних грошей. Якщо все відбувається вчасно, то це стимулюється і паралельно розвивається експортна частина, так, в країні. Но в том-то и дело, это же должно быть подкреплено товаром, а какими-то ресурсами. Звичайно, це не просто роздача, щоб роздали і воно десь вийшло, не знаю, за кордон чи закупилося іноземні товари. Це, власне, має бути ціленаправлено для підтримки національного виробника і інших речей, які конкретно будуть впливати на економіку. Тому з розумом Мінекономіки, Мінфін мало би це зробити. Но это же все равно приведет к инфляции. Вот на какой процент вы готовы пойти для того, чтобы запустить станок и исправить ситуацию с бюджетом?
Дивіться, ну в межах це звичайно моє знову ж таки суб'єктивне ставлення, але в межах 5-7% я не кажу глобально в усіх сферах, так нічого не змінить. Ну, вот такая оценка. Согласны ли вы с ней, Валерий? Погоджуюся абсолютно. Я вам хочу як приклад навести щодо збільшення грошової маси в Україні за останні 3 квартали цього року. Вона збільшилась на 19,8%. Ну, для прикладу, ми мали грошової маси на початок року десь приблизно 1,5 трильйона гривень. Так, і дійсно я не можу не стверджувати про те, що в нас абсолютно відсутня інфляція. Ми помічаємо це і в частині збільшення цін на товари першої необхідності, і товари промислової групи, але в межах 10-15% в залежності від групи. А Національний банк України навіть, дивіться, займається інфляційним таргетуванням, і він встановив облікову ставку на рівні 6%. Звісно, такі цифри трішки погано корелюються, але це говорить про те, що суттєве збільшення, звертаю увагу, на 20% збільшення грошової маси. Воно не призвело до серйозного скачка курсу долара і того іншого. Тому, якщо навіть у випадку додаткової емісії через облігації внутрішньої державної держава надрукує гроші в перекладі на просту мову, і вони впливатимуться в економіку. Ну, я зараз говорю про який порядок цифр. Це 10, 20, 30, 40 мільярдів гривень. Десь порядка 2 мільярдів доларів. Чи можливо навіть 3. Ну, це трішки вже інша цифра, звичайно. Про що, власне, сказав Марченко вчора в одному із ефірів телеканалів. Це сума, яка не вистачить, якої недостатньо сьогодні для забезпечення повного видаткової частини державного бюджету у 2020 році. То ми матимемо ріст інфляції. Так, невеликий, але знову ж таки ми збережемо спокій в країні. По-перше, у нас будуть кошти для виплати по всіх незахищених статтях, про що я говорив раніше, це один із інструментів. Але знову давайте ми таки заакцентуємо увагу, не будемо плутати класичне друкування грошей із вливанням через облігації внутрішньої державної позики. Це фактично інвестування грошей на внутрішньому ринку в економіку, в бюджет країни, так, але це гроші, за які ми заплатимо рано чи пізно. Тут інша сторона медалі. Це виплата відсотків за користування цими грішми, тому що облігації внутрішньої державної позики випускаються з терміном погашення від 3 місяців до 10 років. І в цьому році дуже чимало було запозичень на великі суми, які обраховувалися десятками мільярдів гривень, але з короткими термінами погашення 6 місяців. Тобто ви позичаєте в цьому році і можете в цьому році віддавати. Я саме в цій частині звертаю увагу на роботу і Міністерства фінансів, Національного банку, який, власне, регулює цей процес також. Тут, як на мене, треба бути більш виваженими і розуміти ситуацію, коли, як її треба регулювати, коли збільшити ставку, коли зменшити, коли термін погашення зробити більшим для того, щоб це не лягало додаткове навантаження на бюджет. Але такий механізм він може бути. Я вам як приклад наведу Сполучені Штати Америки, які фактично запустили друкарський станок. Вони мають боргу державного більше 100% ВВП, а ВВП Сполучених Штатів Америки – це 20 трильйонів доларів. А вони влили в економіку 4 трильйони доларів. Звісно, це відображається не лише на економіці Сполучених Штатів Америки, а й на світовій економіці, бо в цій частині долар дешевше є. І це дійсно так і є, чому і в нас тримається курс. Тому ми зараз тут йдемо в фарватері світової економіки. Я вважаю, поки що на даному етапі дії правильними влади. Але я хотів би не плутати, що нібито там ми виправдовуємо цю владу. Я просто говорю за короткостроковий період саме коронакризи. Бо, на превеликий жаль, ми не бачимо якоїсь суттєвої стратегії економічного розвитку країни. Звісно, про неї говорити не зовсім було б щиро в умовах такої кризи серйозної. Але треба в напрацюванні було б робити, тим паче ми маємо дуже серйозний ресурсний, людський потенціал, недорогу робочу силу, де ми могли б завдяки саме їй конкурувати сьогодні із світовими економіками. Але такої дискусії, на жаль, не ведеться. Тому це таке продовження цієї історії, якої поки що, на жаль, немає. Але будемо дивитися, можливо, влада підійде якось по-іншому до цього питання. Такий в мене оптимістичний прогноз щодо неї. Будемо бачити. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Валерий Клочок, политический, экономический эксперт, был с нами на связи. Как вы оцениваете риски эмиссии денежной? Смотрите, я не видел ни одного примера в мире, где государство выпечатало деньги, не подкрепленные экономикой, и это бы не сказывалось... Нет? Мне кажется, немного некорректно сравнивать экономику Украины и США, поэтому
но я отношусь довольно-таки скептически. У меня в целом много вопросов к правительству. Ну, вот, допустим, коллега говорит, что сегодня у нас кризис, вызванный коронавирусом, и за счет этого есть вопросы, какую стратегию принять. Но давайте поговорим о другом. Она пришла не сегодня. Мы живем в этом новом дивном мире уже больше, чем полгода. И могло бы разработать что-то, какие-то предложения для бизнеса, которые бы помогли, а не наше ноу-хау карантин выходного дня, который не только не уменьшает количество инфицированных, но и очень сильно бьет по некоторым важным сферам экономики. Ну, мы скоро придем к полному локдауну. Да, возможно, это было бы логично сделать 2 недели назад, и уже сегодня мы имели бы резкое сокращение количества инфицированных, и после Нового года бизнес, допустим, ресторанная, культурная сфера могли бы восстановить свою работу. Справимся ли мы вот с эмиссией без транша МВФ Ну, в этом году? как заявляют... вы имеете в этом году? Мгм. Я думаю, что да, и вот уже в вашем эфире господин народный депутат подтвердил, ну, вернее, заявил, что якобы государство готово, и он поддержит такую инициативу. Поэтому я предполагаю, что внутри команды «Слуги народа» такие разговоры ведутся. Если оценивать бюджет следующего года, как вы его бы назвали? Вот в правительстве его называют бюджетом возможностей. А я бы назвал его бюджетом выживания. Почему? Потому что будут пытаться держать социальную сферу для того, чтобы в Украине просто-напросто не начались голодные бунты людей, которые лишились работы из-за карантина, которым существенно снизили зарплаты. Я не вижу механизмов, которые бы реально поддерживали производителей, бизнес. Да, на аграриев выделили 500 миллионов. Но, как мы видим, это не особо действенно. Это уже не первый раз выделяются такие суммы. В Украине не хватает целевых государственных программ, которые бы поддерживали развитие экономики. Мы видим, что в этом бюджете существенно увеличено финансирование силовых структур, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел. С чем это связано? С тем, что государство в любом случае держится на силовиках. Мы понимаем, что как бы культурная сфера — это хорошо, и о ней говорят интеллектуалы, но обеспечивают власть банковая как раз силовики. Не могу объяснить, как можно забрать существенную сумму денег с финансирования социальной политики и добавить на прокуратуру. Прокуратура не дает видимых результатов своей работы. Зеленский переходил, это уже забитая и тема, которая заезжена, но все же обещали посадки, обещали изменения принципов власти. Они не поменялись. Но в то же Денег время... не хватило, чтобы посадить Нет, не коррупционеров? хватило политической воли. Но в то же время сейчас силовикам увеличили на 300 миллионов, по-моему, бюджет офиса президента. То есть мы видим... Это вообще интересная история. Да, мы можем, кстати, у нас есть графика с цифрами о том, какие министерства сколько получили. А вот при подготовке финансирования офиса президента еще в 2019 году Владимир Зеленский поставил задачу сократить расходы на содержание чиновников на 10%. Но через год в проекте бюджета уже планируется значительно большая сумма. То есть если в 2019 году еще при правительствах Порошенко это было 900 с лишним миллионов, в 2019 году эта сумма была такая же, то уже в бюджете 2021 года это сумма 1 миллиард 269 миллионов. То есть рост на 40%. Как вы можете... У нас, кстати, есть сейчас на связи эксперт Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтинговой агенции B-Rating. Добрый вечер. IBI Reading. Здравствуйте. Как меня слышно? Отлично вас слышно. Как вы оцениваете статьи, которые были распределены? Увеличение, я имею в виду, финансирования силовых структур и содержания офиса президента? Так. Мы сейчас о 21-м говорим? Уже да, уже 21-м. Да, ну, во-первых, его еще не проголосовали. Это пока только предложение. Ну, безусловно. Давайте мы посмотрим на результаты и посмотрим, что мы увидим на выходе. То есть, ну, как бы рано загадывать наперед, что будет в результате, оно реально может еще откорректироваться. То есть, ну, ввиду тех или иных
тех или иных, скажем так, внутренних договоренностей. Это первое. Второе. Ну, я не знаю, для кого это является новостью, но, в принципе, из года в год уже много лет мы наблюдаем, что, да, и расходы на содержание Верховного Совета растут, и расходы на содержание, ну, когда-то администрация была, сейчас там, ну, офис, аппарат, ну, скажем так, управленческая вертикаль, да, растут просто потому, что есть тарифные сетки, и, в принципе, ну, как бы люди, да, не, ну, скажем так, Ну вот в Министерстве финансов объяснили это диспропорциями зарплат. Якобы в офисе президента они оказались меньше, чем в отрасли, скажем так. И в связи с их увеличением выросла и сумма ну, весьма, финансирования. да, весьма спорное утверждение. На самом деле, ну, нужно смотреть уже в деталях в каждом конкретном случае. Почему так? Потому что разброс зарплат действительно есть, и где-то есть выравнивание. Ну, мы сейчас можем говорить о том, что это выравнивание, оно же не только требуется там по офису президента, ну, по старинке в администрации президента. То есть, как бы, ну да, есть сумма закладывается. Почему эта сумма хуже, ну, скажем так, растет, увеличивается более серьезными темпами, чем, допустим, та же социалка, это вопрос. Но это вопрос на самом деле к людям, которые планируют бюджет, которые верстают его, сводят его, то есть, опять же, Министерство финансов. Я могу сказать, что в общем и целом зарплаты в аппарате стараются подтягивать, ну, давайте так, под европейский уровень или около того. Добавляются новые функции, добавляются новые задачи, и под них добавляются люди. Очень часто даже бывает наоборот, и мы, кстати, можем говорить о том, что это не только администрация, не только офис президента, это любая, может быть, областная администрация, абсолютно, любые министерства, которые создаются даже с неопределенными полномочиями. Мы такое тоже видели. Да, создаются министерства, в которые набираются люди, потом им нарезаются задачи. Вот нарезаются люди, и каждый друг на друга смотрит. Как говорили у нас некоторые управленцы в госкорпорациях, да, мы подтягиваем госсектор под рынок, да, и даже если государственные компании. Поэтому я не вижу ничего удивительного в этом. Вот. Проблема в другом, что, скорее всего, даже по 2020 году многие вещи будут недофинансированы. Да, те же закрепленные, защищенные. И даже если бюджет примут в таком виде, то, скорее всего, его будут, ну, скажем так, корректировать. И, может быть, очень серьезно корректировать, в том числе в направлении перераспределения и отдельных расходов. Да, где-то могут пройти сокращения уже там в середине 2020 года. Ну и тогда, соответственно, расходная часть может быть ну, снижена там, по управленческой вертикали, вот если мы об этом говорим. То есть пока, да, пока она раздувается, она не очень большая на самом деле, просто если сравнивать там с некоторыми ожидаемыми расходами по, ну, большая стройка, назовем это так. Вот. Один из частных случаев. Вот одна из оценок будущего бюджета, которую дал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, он сказал, что фактически правительство при планировании бюджета отталкивается не от реальных показателей и обоснованных прогнозов роста или продолжения падения экономики в следующем году, а от структуры запланированных расходов, которые часто не соответствуют потребностям и возможностям. Согласны ли вы с такой оценкой? Ну, смотрите, как бы покорректней высказаться. Любое публичное лицо, оно имеет, там, неважно, это прошлая власть, нынешняя власть, любая, оно имеет право высказывать свою точку зрения. В принципе, я считаю более авторитетной точки зрения людей из Министерства финансов, неважно какого, то есть они это все верстают на основании тех же бюджетных запитов, которые подают министерства. Понятно, что, допустим, Минтранс в свое время планирует свои расходы, текущий Минтранс, там, предыдущий при Омельяне, они планируют свои расходы, они подают эти бюджетные запиты, их сводят и пытаются оценить потребность. А дальше они дальше планируются доходы. Да, эти доходы очень часто не соответствуют ожидаемым расходам. Но ожидаемые доходы очень часто не соответствуют ожидаемым расходам. Понятно, что когда есть инструменты покрытия вот этого вот дефицита ожидаемого,
в данном случае и источники средств. Это нормально, не критично, во всех странах это есть. Да, очень часто в кризисные времена есть такое понятие, как дефицит бюджета, его за счет чего-то покрывают. В прошлом, позапрошлом году для этого активно использовались ОВГЗ. Это как бы было нормально, средства внешние заимствования, были большие надежды на МВФ. Вот. Ничего не мешает сейчас спланировать бюджет так, как его хотят спланировать. Понятно, что он от потребностей будет в любом случае отталкиваться. Несмотря на то, что у нас еще не разбериха по задачам и по функционалу пока между центральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Там основная проблема как раз в этом. Мы не говорим там про министерство, а мы говорим о центральном аппарате сейчас. То есть понятно, что бюджет из года в год верстается, исходя из потребностей. Проблема же в другом. А будет ли деньги для того, чтобы эту потребность накрыть? Или мы потом будем использовать, не мы, а ответственные органы потом будут теми или иными способами делать, так как это делалось уже несколько раз. Да, нет денег, чтобы профинансировать. Виктор, а как вы прогнозируете, вернее, какой ваш прогноз по поводу инфляции и курса валют? Заложены реальные цифры в этом бюджете? Смотрите, давайте по курсу поговорим. Курс — это же не только индикатор, да, это инструмент. Почему он растет обычно в декабре? Он действительно там из года в год растет в декабре. Потому что от курса валют очень серьезно зависят отдельные статьи, отдельные компоненты доходов бюджета. То есть его стараются заложить, из года в год такое было, стараются заложить чуть выше, чем он есть в среднем потом по году. Зачем это делается? В принципе, для того, чтобы потом не секвестировать там значительную часть статей расходных. То есть, давайте так, есть индикативные показатели инфляции, есть индикативный показатель курса, его дает обычно Кабмин еще, опять же, с подачи Минфина еще в середине года. Ну вот эта цифра 29,1, которую озвучили в проекте бюджета, это реальная цифра или она может быть больше? Это даже не столько от Украины зависит, а тех событий, которые будут происходить, скажем так, в мировой экономике, в мировой геополитике. То есть мы видим, что сейчас события там меняются более стремительно, чем 10 лет назад. То есть если ничего сверхординарного не произойдет, то вилку там 29-32 это вполне как бы допустимая вилка по курсу. Вот. Инфляция, курс инфляции — это как раз два маневровых инструмента по балансированию доходной и расходной части бюджета, да, потому что там МВФ, Мировой банк, ЕБРР требуют какие-то показатели по выполнению бюджета, да, и как раз мы вот этим вот корректировкой-дефлятором у нас является как раз один из технических инструментов для того, чтобы иногда выдавать желаемое за действительное. Поэтому, курс 29, а какой курс они сейчас могут поставить? Поставят они курс 27-28, мы понимаем, что все равно он будет, скорее всего, будет больше, исходя из того, что кризис, он на Украину мировой, он также распространяется, и, скорее всего, он будет в более серьезной форме, опять же, экономически, из-за закрытия границ, из-за непонятных тенденций, многим непонятных в экономике, в геополитике, которые сейчас будут, и они есть. Поставят они большой курс, опять же, они испугают рынок. Поэтому, в принципе, делается это как? Верстается бюджет, он проводится через Раду, если серьезные отклонения, потом будут изменения. Я не вижу пока критичного ничего сейчас. Тем более это даже проект, он даже не прошел, в принципе, через сессию. Благодарю вас, что были с нами. Виктор Шулик, директор департамента управления проектами рейтинговой агенции B-Rating. Благодарю вас. Очень интересно, наверное, предстоит время, середина декабря, когда бюджет будут рассматривать в парламенте. Как вы прогнозируете этот процесс? Начнется дележка, перераспределение? Какие группы влияния? Кто за что может
ратовать? Да, конечно, бюджетный процесс в Раде всегда знаменуется тем, что правительству приходится удовлетворять разные хотелки депутатов, лидеров фракций, а также людей, которые влияют извне на Раду. Но, как мы видим, самое важное сегодня для президента и для Кабмина — это консолидировать своих депутатов. По-моему, по статьям соцэконом выплат на округа, то их не срезали, и депутаты получат на свои еще мажоритарные округа, по которым они избирались, около 6 миллиардов гривен. То есть за счет этих денег депутатам ремонтируют дорогу, строят школу, ну то есть делает это государство, а депутат на этом пиарится. То есть здесь они уже заложили для себя маневр, который позволит склонить депутатов-мажоритарщиков на свою сторону. Также будет важно договориться с депутатами-списочниками из «Слуги народа». Депутаты-списочники очень часто это представители каких-то финансово-промышленных групп или внешних игроков, которые также влияют на парламент. Это будет также распределение финансов для определенных игроков на рынке. И все в сумме, если удастся удовлетворить желание депутатов, то или продавить это желание, то бюджет будет принят голосами «Слуги народов», ну, «Слуги народа» депутатов, и плюс добавятся фракции, которые подголосовывают. Я ожидаю, что, допустим, та же самая «Европейская солидарность» или «Голос», или «Батькивщина» в большой объеме голосов за этот бюджет не даст. А зачем нужны торги, если есть монобольшинство? Но мы же Партия видим, сказала, комсомол к ответил. сожалению или к счастью, монобольшинство тоже в последнее время не голосует синхронно по спорным или больным каким-то темам. То есть мы понимаем, что сегодняшний бюджет, скорее всего, потерпит изменения уже в следующем году, которые готовят на 2021 год. Также есть вопросы и по дефициту, и по развитию экономики, и по очень большой статье вопросов. Поэтому голосовать депутатам — это подставлять себя. И их нужно будет уговаривать для того, чтобы принять это решение и получить 226 голосов. Вот еще один интересный момент – это финансирование обороны. Совет национальной безопасности и обороны внес предложение в бюджет 2021 по нацбезопасности и обороне. Там просят у Кабмина предусмотреть при доработке законопроекта расходы на обеспечение нацбезопасности и обороны объемом не менее 5,93% от ВВП для сектора безопасности и обороны. А в то же время финансирование сектора безопасности и обороны должно быть предусмотрено объемом не менее 267 миллиардов 250 миллионов гривен. И вот предусмотреть право предоставления государственных гарантий в объеме до 20 миллиардов гривен для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования. Оборонка в 5,9, ну почти в 6. Достаточный ли процент от ВВП для воюющей страны? Да, в первую очередь, конечно, мы должны не забывать, что на востоке нашей страны происходят боевые действия. Да? Власть сегодня много говорит о перемирии, много говорит о том, что идет мирный процесс, но все равно украинских солдат постоянно то они получают ранения, то их убивают. Поэтому война действительно существует, об этом нельзя забывать. Но в условиях экономических и финансовых, в которых сегодня находится наше государство, то это решение можно назвать приемлемым. Но ведь ситуация такая, что вот даже в нашем эфире мы разговаривали с представителями бюджетного комитета, и шла речь о том, что оборонка не осваивает даже предусмотренных денег. Вот шла речь о том, что представители Укроборонпрома приходят и говорят, что мы не успеваем, давайте пересмотрим это финансирование. Действительно, в оборонной сфере в нашей стране существует очень много вопросов. И к самому Укроборонпрому, и к Министерству финансов, Министерству обороны, которое формирует во многом государственный заказ. Мы не покупаем необходимую технику, вооружение или оснащение для наших военных. И об этом надо спрашивать в первую очередь у чиновников, которые за это отвечают. Ну вот с другой стороны, вот сегодня появилось интервью директора предприятия «Артем», в котором это компания, которая входит в состав Укроборонпрома. И как заявил руководитель этого предприятия, Артем переходит на однодневную рабочую неделю. Вот в интервью Defense Express сообщил глава компании Владимир Зимин.
Ведь это предприятие является одним из ключевых производителей ракетного вооружения Украины и участвует в серийном производстве таких высокоточных систем, как «Нептун» и «Альха». Вот давайте послушаем цитату директора. На сьогодні в нас немає великих діючих контрактів по державному оборонному замовленню, які б могли завантажити наші виробничі потужності. Хоча ми освоїли та готові поставляти для Міністерства оборони України такі необхідні вироби, як снаряд 152 мм, снаряд ОФ-29 та РС-80. З першого кварталу 2021 року Артем вимушено переводить близько 70% працівників на одноденний робочий тиждень. Це 1200 осіб. Працювати повний тиждень залишиться лише ядро з 500-600 фахівців. Вони будуть виконувати наявні контракти, в тому числі експортні, які ще тримають підприємство на плаву. Ну вот прокомментируйте такой парадокс. С одной стороны, предприятия Укрпрома не успевают освоить те деньги, которые бюджетные есть, а предприятие, которое занимается перспективным вооружением, эффективным и, как по оценкам многих военных экспертов, способным противостоять российской агрессии на уровне, не загружено работой. Конечно, это пример просто кричащей халатности чиновников, которые не могут обеспечить не то что работу своего ведомства, они еще негативно влияют в целом на Украину и на развитие нашей экономики. Мы не говорим о том, что государство должно вкладывать деньги и завод должен работать. Мы говорим о том, что сейчас 600 людей, насколько я правильно понял, переведены на один рабочий день. Что это означает? Что они будут получать намного уменьшенную заработную плату. А это люди, которые, это специалисты, которые ценятся не только в нашей стране, а и в Европе, их с удовольствием заберут. И эти люди не останутся выживать здесь, они смогут спокойно переехать. И после этого мы говорим, что из Украины происходит отток мозгов, специалистов высокого профиля и так далее и тому подобное. Это все происходит потому, что чиновники не могут правильно организовать свою работу. В нормальном любом государстве предприятие такого рода, как Артем, было бы загружено полностью на 100%, и не то чтобы сокращало бы штат, оно бы добирало людей для того, чтобы работать в полной мере и развивать экономику страны. Еще одна сфера – это сфера образования. И вот в первом варианте проекта госбюджета, по информации Минфина, было увеличение финансирования Министерства сферы образования на 34 миллиарда гривен. Как мы уже слышали сегодня, эта статья расходов была несколько сокращена во втором варианте. И вот поговорим об этом с нашим следующим экспертом. Олег Охредько, аналитик Центра образования Альменда. Он с нами на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. В этой сумме есть деньги, предусмотренные на образование детей с оккупированных территорий, на развитие университетов, которые занимаются обучением здесь, на материке? Понимаете, сама структура бюджета на образование, она напоминает наперстки. И когда вы все-таки поднимаете один из наперстков, там оказывается матрешка. Потому что до такой степени это все размыто и распылено, что найти какие-то выходы и понятия очень сложно. Например, образование через систему, которая проходила, и деятельность образовательных центров, так самое Крым, Украина, Донбасс, Украина, они не закладывали напрямую в бюджет, они входили в состав финансирования вступительной кампании университета. Так же самое система, которая есть, так называемой квоты 2, снова-таки она не прописывается отдельно, она входит в единую государственную систему. Но если мы посмотрим 77 тысяч поступивших в этом году, из них 300 всего крымчан и крымчанок, очень сложно выполнить. И поэтому мы долгое время просим все-таки в министерстве создать отдельную строку, которая бы существовала по Крыму и по оккупированным территориям Донбасса и Луганска, потому что невозможно это понять. На дистанционное образование выделены деньги. Будет ли там для оккупированных территорий? Не будет. Будет ли информационная программа политики заложена? Не будет. То есть на сегодняшний день мы имеем вопросы только с какими-то прожектами, которые очень часто начинают регулироваться в Когда вы просите министерство
создать отдельную структуру, вы, наверное, должны предложить министерству и смету, да, сколько бы это стоило. Вы знаете, во сколько обходится такая программа? Я думаю, для этого и существует министерство. Но сейчас там определенная анархия, которая происходит, потому что сокращение департаментов, с одной стороны, с другой стороны, увеличение заместителей министров количества. То есть довольно-таки непонятная система, что происходит в каких направлениях. Вместе с тем, даже движение по программам, по каким-то отдельным, оно требует снова-таки расчета финансов и введения. Например, то, что прозвучало в последнее время о введении подготовительных курсов. Представляете, насколько это громадная система финансирования должна осуществляться? Это проживание, это стипендии, зарплаты преподавателей, которые будут существовать, дополнительные места в общежитиях, аудиторные места. То есть это целый проект, который должен был финансироваться государством, на который непонятно, будет существовать или нет. Поэтому отсутствие каких-либо реперных, можно сказать, или там других каких-то точек, которые позволили понять, осуществляется эта система или нет, на сегодняшний день они отсутствуют. Что еще раз подчеркивает то, что мы говорим на протяжении 7 лет. Отсутствует система, просто-напросто. То есть в данном случае происходит решение вопроса, ну вот сейчас решаем хорошо, а потом не будет. Это же произошло, например, этим же летом. Закон приняли, прекрасно все, а потом началась чехарда и началась эта анархия, которая непонятно к чему привела. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Олег Охредько, аналитик Центра образования Альменда, был с нами на связи. Ну, давайте попробуем. Осталось-то, по большому счету, не так уж много дней до того, как проект бюджета попадет в парламент. Какую судьбу вы ему предрекаете? Я бы прогнозировал, что с некоторыми несущественными поправками все-таки президенту и правительству удастся консолидировать монобольшинство вокруг этого бюджета, а дальше уже будут смотреть по ситуации, как она будет развиваться, что будет с карантином, насколько долго просуществует локдаун, который, скорее всего, введут в ближайшее время, и как вообще будет происходить процессы не только в нашей стране, а и глобально в мире. То есть мы во многом будем зависеть от транша МВФ, мы будем зависеть от общей картины мировой. А стоит ли ожидать затянувшийся процесс принятия этого бюджета? Ну, возможно, мы будем наблюдать, что депутаты из оппозиции будут пытаться внести поправки, альтернативные предложения, и, возможно, это все затянется. Тут очень важно, насколько быстро офису президента удастся провести и качественно коммуникацию среди своих депутатов. А что помешает это сделать? Мы же уже об этом говорили. Может помешать то, что есть разные группы, то, что есть, у депутатов есть разные хотелки, и плюс сам этот бюджет, ну, мягко говоря, не идеальный. Депутатам, как политикам и людям публичным, потом придется за это отвечать. И, собственно, никто не хочет рисковать своим имиджем ради ситуации, ради имиджа Кабмина и офиса президента. Ну, тут многие просто уже почти делают ставки, а то будет ли бюджетная ночь новогодняя или не будет? Вот вы как думаете? Ну, мне кажется, делать ставки не совсем правильно в таком вопросе. Мне бы хотелось отметить, что очень важно, чтобы депутаты, особенно из финансового комитета и экономического развития, качественно поработали над документом, предложенным правительством, для того, чтобы в следующем году дать возможность реально бизнесу развиваться и все-таки экономике не проседать, так как она просела в этом году. Ну, ведь, как мы уже тоже говорили в этой студии, карантин, эпидемия коронавируса не очень способствует развитию экономики. Безусловно. Но правительство нужно для того, чтобы оно искало действенные механизмы выхода из критических ситуаций. Какие бы это могли быть механизмы? Давайте спросим об этом чиновников. Ну вот недавно Владимир Зеленский, выйдя с больничного, выздоровев от коронавируса, проанонсировал помощь ФОПам, которые пострадали от коронавируса, определенные выплаты тем, кто потерял работу и кто потерял заработок. Этого достаточно? Ну, давайте предположим и спросим у среднестатистического украинца, как долго он сможет прожить на 8 тысяч гривен. Это месяц-два. Ну, то есть, если человек вложил, допустим, в свой небольшой ресторан 100 тысяч гривен и прогорел, то сегодня государство вернуло ему 8 тысяч.
у меня есть сомнения насчет эффективности таких социальных выплат. Возможно, из этих денег можно было создать какой-то целевой фонд, который бы с помощью реальных экспертов из реальных секторов экономики помогал бы перепрофилироваться тем предприятиям, которые во время карантина работать не могут. Ну, как одно из предложений. А варианты какие могут быть? Допустим, переход из оффлайна в онлайн. Это как первое. Допустим, посмотрим на те же мировые тренды. Человек самый богатый в мире сегодня, Джозеф Безос, который основатель компании Amazon, которая занимается онлайн-продажами в Америке. И все-таки, ваша оценка, как вы бы называли этот бюджет? Можно его назвать социальным или это все-таки бюджет выживания? Да, мы уже это обсуждали. Да, Я хотел бы повторить, что в моем понимании это будет бюджет выживания. То есть даже там говоря о поднятии минимальной заработной платы до 6 тысяч с 1 января, насколько я помню, то это опять-таки груз на предпринимателей, которым придется платить еще более высокие налоги. Но с другой стороны, это защита людей от меньшей зарплаты. То есть, если это будет зарплата, которая гарантирована, с другой стороны, это поможет тем, у кого она была меньше. Да, ну давайте мы с помощью таких шагов вообще загоним все украинское предпринимательство, весь бизнес, и тогда государство будет платить со своего кармана и зарплаты, и социальные пособия всем остальным людям. Ну, нужно ведь понимать, что бюджет формируется, нет понятия в большой мере государственных денег. Это деньги людей, которые платят налоги. Это уже тоже заезженная фраза, которую все говорят, но все деньги, которые есть в государстве, это те, которые люди ему вручили. И задача чиновников ими правильно распоряжаться, а не транжирить и закрывать свои хотелки, как офис президента или офис генерального прокурора, миллиардные бюджеты за счет предпринимателя, который торгует помидорами на рынке. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Артем Бранжуков, политолог, заместитель директора аналитического центра «Политика», был с нами в студии. Говорили мы о бюджете этого года, о перспективах бюджета следующего. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь. Очень скоро в эфире «Заман» на крымско-татарском с Шевкетом Наматулаевым.